Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И в следующем часе будем обсуждать с нашим гостем самые актуальные новости, которые касаются непосредственно временно оккупированного Крыма. Гость нашей студии Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте нашу беседу начнем со следующего информационного сообщения. Президент Украины Владимир Зеленский призывает международное сообщество оказывать давление на Москву, чтобы она вернула захваченные Украиной земли и не возвращать ее до того момента в G7. Об этом он рассказал в интервью канадскому изданию. Давайте послушаем. Джастін Трюдо заявив 1 червня, що у Росії немає шансів повернутися в Велику Сімку до повного відновлення територіальної цілісності України. І ми вдячні за цю підтримку. І я повинен сказати, що не буде ніякого вирішення, якщо світ не чинитиме тиску на Росію в цьому питанні. В целом, как вы оцениваете международную поддержку в отношении наших стран? Ну, дивіться, нам завжди хотілося б більшого, тому що ми, крім заяв там про підтримку, певної військової допомоги, там у вигляді озброєння чи якоїсь техніки, там фінансової допомоги, чи консультативної, нам хотілося більш таких би кардинальних, скажімо, дій, але з іншого боку, ми повинні чітко розуміти, що є глобальний там порядок денний, да, і від багатьох країн, крім таких заяв і якихось санкцій, в принципі, ми не можемо вимагати більшого. Добре, що вони зберігаються, і тут, до речі, абсолютно правильною заява президента якраз в виданні Канади, оскільки Канада – це та країна, яка нам допомагає по всім фронтам, да? Починаючи від озброєння, фінансів, дипломатичної підтримки, санкційної підтримки, інформаційної підтримки. Це також дуже важливо, тому що такі заяви пана Трюдо, вони насправді варті дуже варті дорогого. Чому? Тому що багато хто час від часу світових лідерів, там Трамп, скажімо, чи там президент Франції, вони говорять, може давайте все ж таки Росію за стіл переговорів там повернемо, да, і будемо з ними говорити, але отакі лідери говорять, що ні, давайте вона спочатку виконає те, що вона повинна виконати, повернеться, скажімо, до цивілізованих умов спілкування, тоді ми будемо її повертати відповідно до Великої Сімки. Вы помните, совсем недавно президент США Дональд Трамп перенес встречу Большой Семерки и снова в очередной раз, он это делает каждый год, призвал вернуть Российскую Федерацию в G7. Не вернуть, а пригласить ее в качестве гостя, да, как сказал Дональд Трамп. Зачем? Зачем ему Путин? Почему он так в нем заинтересован? Розумієте, у Дональда Трампа є величезна впевненість в своїх здібностях переговорника. Він вважає, що він як колишній бізнесмен, людина, яка укладала там угоди на мільйони або мільярди навіть доларів, він може сісти з президентом Путіним, про все домовитись і вирішити питання так, щоб це було вигідно Сполученим Штатам, і, мабуть, Україні. Але ми бачимо, що всі попередні зустрічі, які відбувалися, вони за великим рахунком нічим позитивним для тих же Сполучених Штатів не завершилося. Але він, звичайно, буде продовжувати це робити. Чому? Тому що вся його політика побудована на тому, що Сполучені Штати максимально повинні виходити з якихось зовнішніх там угрупувань, зовнішніх конфліктів, зовнішніх проблем, більше зосереджуватися на своїх внутрішніх проблемах. І він, мабуть, десь вірить ще, що може змусити Путіна все ж таки виконати всі ті умови, і Путін відчепиться від України. Ми ж прекрасно розуміємо, що цього не буде, тому що Путін постійно це демонструє, постійно відверто говорить, що він планує робити в майбутньому. Але я думаю, що це не остання заява Трампа. Давайте ще ж не будемо забувати, є виборча кампанія зараз в Сполучених Штатах, да? І частина якась електорату, який орієнтується, скажімо, на Дональда Трампа, йому ці ідеї, що давайте не будемо думати про якісь інші країни, хай з ними розбирається Європейський Союз, розбирається Російська Федерація, їм це підходить, да? Вони достатньо позитивно на це дивляться, тому що в них є внутрішні проблеми, вони вважають, що американський президент повинен зосередитися на цих внутрішніх проблемах. Но так или иначе, сколько бы Трамп не говорил о том, что он больше не хочет быть международным жандармом и что он больше не хочет участвовать в чужих конфликтах, все равно есть Палата представителей, да, есть республиканцы, есть демократы, которые периодически публикуют какие-то доклады, да, относительно введения санкций против Российской Федерации за ее вмешательство в выборы, за финансирование ею терроризма. Это же о чем-то говорит? Дивіться, це унікальна взагалі особливість американської політичної системи, наявність такої системи стримування противаг. Да? Тобто, в принципі, там одна людина не може монополізувати всю владу, якщо навіть це президент країни. Хоча президент в Сполучених Штатах, він має дуже великі повноваження, але він змушений рахуватися і з Конгресом, і з Сенатом. Україна, в принципі, за останні роки має унікальну
палатну, скажімо, підтримку, двопартійну підтримку. Тобто в нас немає великих розбіжностей що з демократами, що з республіканцями, і що відповідно там у верхній або нижній палаті. Ну, которые, очевидно, тоже пытались подорвать. Звичайно, її і намагаються зараз підірвати. І, в принципі, це доведений факт. Ми тут не будемо про якісь теорії змов говорити, що намагалася це зробити в тому числі Російська Федерація. Через соціальні мережі, через інформаційні ресурси, напряму спілкуючись з окремими політичними політиками, вірніше, навіть там не лідерами, а політиками, які є в Сполучених Штатах, пропонуючи їм, що ви станьте якимись там посередниками, зверніть увагу і на Росію. Не все так однозначно, вони ж люблять дуже це говорити, що насправді все не так, як ми бачимо, скажімо, в ЗМІ, але ця підтримка є, і Трамп, хоче він цього чи не хоче, він змушений з цим рахуватися. Я думаю, що українське питання, в будь-якому випадку, воно буде одним з центральних під час виборчої кампанії в Сполучених Штатах. І Трамп, і його конкурент, яким, скоріше все, буде Байден, вони зрозуміло повинні будуть звертати на це увагу, і коли вони будуть говорити про зовнішню політику, хочемо ми цього чи не хочемо, нам це більше плюс. Україна буде опинятися в центрі уваги. От дуже простий, до речі, факт. Там нещодавно книга пана Болтона вийшла, який був радником Трампа. Так там Україна згадується в декілька разів більше, ніж інші європейські країни. Це про що говорить? Про те, що навіть за той нетривалий період, що Болтон був радником, Україні приділяли дуже велике питання, оскільки Болтон – це представник таких класичних яструбів, які, м'яко кажучи, не роблять Російську Федерацію. Я думаю, що і демократи, республіканці тепер будуть на ці ідеї спиратися, і Україна буде так чи інакше фігурувати в цьому порядку денному. А как вы считаете, достаточно ли делают Соединенные Штаты Америки как страны-подписанта Будапештского меморандума и как страна, которая гарантировала нам нашу територіальну цілісність? Звичайно, недостатньо з однієї простої причини. Тому що вони нам гарантували територіальну цілісність, а ми її не маємо. Тому вже виходячи з цього, ми можемо висувати до них дуже багато претензій. Я розумію логіку їхню, вони пояснюють, що це був там меморандум, який, в принципі, ні до чого не зобов'язував. Його можна там по-різному трактувати, але тут проблема дуже проста. Якби Російська Федерація не була ядерною країною, давайте відверто говорити, з не дуже адекватним лідером, тому що людина, яка має повноту влади, вибачте за таку тавтологію, вона, в принципі, може прямо погрожувати, пам'ятаєте, той радіоактивний попіл і багато інших там заяв. І оце головна проблема. Може б і Британія, і Сполучені Штати і могли б діяти десь активніше, але вони розуміють, що Росія здатна піти на відкритий конфлікт. Давайте подивимося на останню інтерв'ю і на останню статтю Путіна, яку він написав. Там же ж мова йде відверто про те, що буде війна, питання тільки в тому, коли вона буде. Да, перейдем к этой теме, но в случае, если встанет вопрос возвращения Российской Федерации в G7, я так понимаю, что в любом случае нужен консенсус стран, которые входят в Большую Семерку. И очевидно, что для Путина важно вернуться в клуб приличных людей, да? Кто виступить проти? Хто буде лоббувати возвращення Росії, а хто виступить проти? Дивіться, я зараз не бачу країни відвертого лобіста повернення з однієї простої причини. Тому що так сталося, дивіться, так сталося, що Російська Федерація в першу чергу вилетіла з Великої Сімки навіть не за війну на Донбасі, а за окупацію Криму і анексію Криму. І ми розуміємо, що доки це питання не буде вирішено, тут насправді дуже проста формула. Це як 2 на 2 – 4. Крим в складі України? Ні. Крим окупований, анексований. Відповідно, далі вже рівняння не складається, і Росія не може повернутися. Но помните, такая история была с парламентской ассамблеей Совета Европы, когда полномочия Российской Федерации приостановили как раз из-за оккупации полуострова. Но так или иначе мы увидели, что полномочия Российской Федерации были восстановлены. Але розумієте, там набагато більше членів і набагато простіше Росії впливати і лобіювати було свої інтереси. Вони ж насправді влили туди величезні кошти, вкинули вони шантажували, в принципі, і шантажували. З Великою Сімкою тут трошки інша історія, розумієте? Тут є ще і економічні моменти. А коли ми дивимося навіть на глобальну економіку, то все, що робить зараз Росія, це, м'яко кажучи, не відповідає інтересам тих же, до речі, Сполучених Штатів. Розумієте, Трамп може багато говорити про повернення, давайте її хоча б на час повернемо, поговоримо, може він тоді стане більш договороздатний, але коли він згадує відразу про газ і будівництво різних газогонів, то він якраз з претензіями до Європи виступає, каже, що ми з Путіним санкції, а ви з ним газогони будуєте. Тому я думаю, що оці розбіжності економічні і політичні, вони до консенсусу ніколи щодо повернення Росії в найближчому майбутньому, це мінімум кілька років, вони не призведуть. Плюс, розумієте, Росія ж постійно і демонструє кричуще порушення прав людини в Криму, затримання, захоплення, зникнення людей і так далі, і тому подібне. Все це ж моніториться, і так чи інакше перед кожною зустрічі лідери дивляться, що дуже важливий момент. Громадська думка, суспільна думка в світі з приводу Росії в цивілізованих країнах, вона не змінюється. Росія
вливає кошти, але от ту стелю там у вигляді там 15-20% громадян, які довіряють там Росії, кажуть, що Росію треба повертати, вона не міняється. Переважна більшість каже, що Росія окупант, вона анексувала і вона повинна бути поза колом цивілізованих країн. Це дуже показовий момент. Попри мільярди, по суті, які вони за останні 6 років влили цю пропаганду і купівлю там. Ну, в этом, наверное, есть и заслуга української дипломатії. Ну, безумовно, тому що в нас було дуже багато таких прикладів, дуже показових, от як модно зараз сказати, кейсів, да, коли наші депутати, до речі, в парламентській асамблеї, і дипломати дуже швидко реагували на якісь такі прояви. Там якась проблема набувала розголосу, і, відповідно, Росія не могла реалізувати те, що вона планувала. Але це не означає, що ми можемо розслабитися, оскільки вона буде продовжувати цю пропаганду. Да, вы помните, недавно видеоконференцию по формуле АРИА организовали в Организации Объединенных Наций, где, значит, там Российская Федерация, делегация привлекла колаборантов из временно оккупированного Крыма, которые так, там вони будуть намагатися це робити, вони прекрасно. будуть намагатися залучати цих людей, ліпити їм образ якихось там повноважних представників там якихось територій. Ну, але ми ж прекрасно розуміємо, ми повинні все робити для того, щоб такий імідж не був сформований. Ну, вы затронули тему с интервью Путина и поправок в Конституцию. Давайте тогда продолжим. Поправка в Конституцию Российской Федерации о защите целостности России нужна, чтобы сделать неконституционным любые законопроекты, связанные с возвращением Крыма Украине. Такое заявление сделал сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию и глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишес в интервью РБК. Давайте его послушаем. Це записано для того, щоб ніхто не міг серйозно внести поправку до законодавства, за якою Крим передається Україні. Це робиться для того, щоб жоден орган державної влади, включаючи президента або парламент, або уряд, не могли серйозно вести переговори, наприклад, про повернення Криму Україні. Что это означает? Ну, мы же видим, что Путин и так про Крым всегда отказывался говорить. Ну, вот эти поправки в Конституцию о защите целостности, зачем ему? Что знаєте, я что думаю, это що ці поправки, вони спрямовані в першу чергу на внутрішнього користувача. Ну, тобто, Росія не визнає там примат міжнародного права. Вони говорять, що нам абсолютно байдуже на всі там рішення, які будуть приймати міжнародні суди. Но они вообще свои поправки ставят выше международного права. Так, вони все роблять для того, щоб максимально це мінімізувати. А оця поправка, я думаю, що це більше, знаєте, гра в таку довгу, тому що Путін же розуміє, що рано чи пізно, навіть якщо його там переоберуть на який там, я вже не пам'ятаю термін, це буде перший, тому що вони ж все обнулять, да? Все одно йому прийдеться колись піти від влади, або там цю владу певною мірою там трансформувати, і може бути таке, що в перспективі хтось скаже, що дивіться, ми ж вкрали територію, ми її анексували, давайте її повертати. Але, знаєте, це не має жодного значення. Чому? Тому що це Конституція там Російської Федерації. В нашій Конституції було також записано, що території не можна відділяти, але це ж Росії не завадило окупувати Крим. Тому я думаю, що коли там зміниться все ж таки влада і зовсім інші підуть розмови, ніхто не буде звертати увагу на цю Конституцію, на ці поправки, які там зараз носяться, і будуть повертати згідно міжнародного права. Ну, очевидно, да, что Россия с нигилизмом относится к международному праву, абсолютно, да, там плюет на законы, на конституцию других стран, ведет себя, очевидно, как гопник. Но, тем не менее, какие тогда остаются международные механизмы влиять вообще на Российскую Федерацию в таком случае? И повлияет ли вообще это на позиции Запада? Дивіться, у нас є санкції, і вони діють, тому що те, що Росія постійно домагається їх зняття, говорить про те, що вони заважають. Вони дуже люблять там на камери розказувати, що навпаки санкції, значить, посилили нашу економіку і так далі. Але це дурня, вибачте, на такому слові. Чому? Тому що ми бачимо, що вони мінімум там 50-100 мільярдів доларів на цьому втрачають. І з кожним роком ситуація для них погіршується, оскільки країна, яка орієнтована знов-таки на експорт, причому на експорт невисокотехнологічної продукції, зрозуміло, від цього страждає. Це перший момент. І другий момент, те, що ми поки не бачимо. Величезна кількість позовів, які зараз є в міжнародних судах, вони рано чи пізно будуть доведені до логічного завершення. І Росія може 1000 разів не визнавати міжнародне право, але ніхто не відбере у цих міжнародних судів право заарештовувати і конфісковувати майно Росії, яке знаходиться за кордоном. Знаєте, був один випадок колись на світовому військовому форумі, де були військові літаки представлені. І от один російський військовий літак був заарештований за борги якоїсь компанії, так борги виплатили за півгодини. Тому що вони ж розуміли, що літак зараз розберуть, знімуть все. Тому вони можуть відкидати це, але майна в них за кордоном дуже багато. І коли вони з цим зіткнуться, вони рано чи пізно зіткнуться. Як по позовам від держави Україна, так і, що дуже важливо, по позовам громадян України,
які зараз знаходяться в міжнародних судах. Єдина проблема в тому, що це не найближче поки майбутнє, воно достатньо таке відтерміноване. Давайте к нашей беседе сейчас подключим Леонида Гозмана, российского политического деятеля. Он с нами на прямой связи. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте, да. Вот смотрите, мы сейчас обсуждаем поправки в Конституцию Российской Федерации о защите целостности России. Вот сказал Андрей Клишес, значит, что вот эти вот поправки сделают неконституционными любые законопроекты, связанные с возвращением Крыма в Украине. И вот у нас в студии эксперт, да, кандидат политических наук, который говорит, что, собственно, вот эти вот поправки, они ориентированы на внутреннего потребителя. А вы как считаете? Ну, вы знаете, среди всех поправок есть одна, ради которой все это и делается. Это право Владимира Владимировича Путина на пожизненную власть. Все остальное – это прибамбасы определенные. Среди этих прибамбасов есть два действительно важных. Один – это приоритет российского права над международным, то есть это уводит нас от обязательства соблюдать международные договора наши. Вот. А второе вот то, что вы сейчас обсуждаете. Но я думаю, что к этому серьезно относиться не стоит. Потому что пока Владимир Владимирович у власти, Крым никто не отдаст. Когда Владимир Владимирович не будет действовать эта Конституция. Это все, знаете, фарс, который очень ненадолго. Вот. То есть он может быть неприятным, он может быть даже кровавым для нас, не дай бог. Вот. Он, конечно, опасен для наших соседей, но не тем, что написано в Конституции. Понимаете? То, что написано в Конституции, забудьте про это. Она не будет действовать после ухода Путина от власти. Будет другая. А вам как там на телефон приходят смс-ки с призывом прийти на вот это будущее действие? Как же, обязательно приходит. Конечно, приходит. А что вы думаете, зачем вот Путину это обнуление, да, если он мог, в принципе, поставить какую-то марионетку и продолжать править своей же страной, как это было когда-то с Медведевым? Во-первых, он никому не верит. Просто он никому не верит. Нету человека, которому мог бы вот так спокойно доверить страну и себя, главное. Себя. Потому что очень мало есть людей, которые его не сдадут. Понимаете? Вот. Он хочет оставаться у власти сам. Ему так спокойнее и лично, с точки зрения личной безопасности. И я думаю, он действительно верит в то, что он великий, что больше кроме него никто не справится с управлением страной. Вот. А он начал это делать сейчас по следующей причине. Потому что он чувствует, что земля горит под ногами. Он чувствует, что он теряет легитимность, он теряет популярность. За него уже не большинство, а меньшинство. Они уже в меньшинстве. Последний опрос, который сейчас провел Левада-центр, всего 25% населения за его конституцию. Вот. А если спросить людей, хотите ли вы, чтобы было у власти до 1936 года, то их будет еще во много раз меньше и так далее. Он это чувствует, поэтому он торопится. Он не может это откладывать на сентябрь, например, потому что к сентябрю обстановка будет хуже, его рейтинг будет еще ниже и так далее. Поэтому он делает это сейчас, даже в условиях пандемии, наплевав на то, что люди заразятся и умрут. Но один из лозунгов этого дня, насколько мы знаем, это «Мы победили коронавирус». Верят ли в это россияне? Я вот знаю, что вы же обратились в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против президента по факту приготовления к убийству путем проведения парада и плебисцита в разгар пандемии. Чего вы ждете? Какого-то фидбэка вы ждете? Потому что наивно, наверное, было все-таки его там ждать. Ну, вы знаете, я есть вещи, на которые хотел бы надеяться. Хотел бы надеяться, что они не предпримут каких-нибудь жестких действий против меня. Там, не знаю, не пришлют хулиганов, титушек, по-вашему, да? Ну и так далее. Вот, хотелось бы в это верить, на самом деле. С точки зрения содержания таких юридических действий, я, конечно, не жду, что они откроют уголовное дело против него. Но я думаю, что это все на будущее. Потому что когда-нибудь этот режим закончится, рано или поздно. Хотелось бы, чтобы он закончился без крови. Вот, и тогда неизбежно будет судебное разбирательство. Опять же, мне бы хотелось, чтобы оно было в России, а не за рубежом. Чтобы это был не международный суд, а российский суд. Мне кажется, мы сами должны разбираться со своими проблемами, своими преступлениями. Вот. И когда этот суд будет, то вот это обвинение должно быть в ряду других обвинений. И мне кажется, что это очень серьезное. Потому что, понимаете, вот считать, что... Смотрите, вот даже если посмотреть на нашу официальную статистику, которой я действительно не верю, и немногие верят, как мне кажется, да,
Я не верю в нашу официальную статистику. Но даже если посмотреть на нее, вы увидите, что мы ни в коем случае не снижаемся. То есть, если есть снижение, то оно Мгм. очень медленное, очень противоречивое там, и так далее. И так далее, да? Вот. Это не такое резкое падение, как было там, в Италии, в Германии, там, когда они действительно преодолели это дело. Да? Вот. Кроме того, сам президент явно считает, что опасность никуда не делась. Он явно так считает. Потому что его структуры запрещают, например, политические манифестации. Левые московские запрашивали разрешение на манифестацию 27 июня. Им отказали именно из-за эпидемиологической ситуации. Сам президент сидит в самоизоляции, понимаете, и он что считает, что для него опасность еще есть, а для меня, допустим, опасности уже нет, да? Как-то вот странная позиция, понимаете? Если ты говоришь всем, что, ребята, опасности уже нет, мы тут проводим парад, проводим голосование и так далее. Ходи по улице, вообще, покажи, что ты не боишься. Да? А он сидит в бункере, у него там какой-то там дезинфекционный туннель и так далее. Да? То есть он считает, что опасность есть. Тогда получается, что он знает, на что идет. Он знает, что он идет на то, что люди заразятся. А с учетом высокой летальности этой гадости, часть людей, к сожалению, умрет. Причем понятно, что ни парад, ни голосование не являются тем, что необходимо делать срочно ради безопасности страны. Он уже это переносил. Причем переносил, как эти даты, переносил тогда, когда эпидемиологическая обстановка была много лучше, чем сейчас. Поэтому я считаю, что это приготовление к убийству. А по нашим законам, если гражданин знает о подготовке тяжкого преступления, он обязан известить об этом правоохранительные органы. Вот я, как лояльный гражданин, извещаю об этом правоохранительные органы. Но еще есть одно обстоятельство, почему я это сделал. Знаете, надо называть все своими именами. Вот мы называем то, что у нас сейчас происходит с этим голосованием, цирком, фарсом и так далее. Это правда, это цирк, фарс и все что угодно. Но кроме этого. И вот, знаете, я бы хотел, чтобы люди, которые в этом сегодня принимают участие, руководители избирательных комиссий, мэры, губернаторы там, и так далее, чтобы они понимали, что вот не завтра, да послезавтра, или в следующем году, мы не знаем когда, им будет предъявлено обвинение в соучастии в этом преступлении. Они в соучастии. Ну а вы как считаете, вообще, возможно, ваше окружение, вот люди, с которыми вы общаетесь, и, вот они вообще понимают масштабы вот этого всего абсурда и ужаса? Не кажется ли вам, что вот эти изменения основного закона теперь стало вызовом для каждого гражданина Российской Федерации, потому что полномочия Путина, насколько я понимаю, расширяются, он получает право освобождать от должности судей Конституционного суда. Ну, понятно, что там, в принципе, Конституционного суда не было. Да еще и в условиях пандемии. Вообще люди это осознают, нет? Ну, вы знаете, да. Значит, вот что есть? Есть некоторые... Вот я думаю, что большинство людей понимают, что происходящее – это какой-то фарс, который начальство устроило в своих интересах. Не так много людей у нас, которые там задумываются, что написано в Конституции. Понимаете, мы никогда не жили по Конституции. Вот как мы, Российская Федерация, и даже Советская империя, или Российская империя когда-то, ну, там вообще Конституции не было. Мы по Конституции не жили никогда. Вот реально влияние вот этого текста Конституции Российской Федерации, оно примерно такое же, как влияние там, сборника сказок народов мира. Понимаете? Вот. Поэтому большинству людей на Конституцию как текст наплевать. Они знают, что начальство и так все сделает. Да? Те, кто думают про то, что написано в Конституции, те, конечно, понимают все, о чем вы говорите. Я просто не знаю людей, которые бы этого не понимали. Пропагандисты, кстати, тоже все понимают. Вот, они просто проститутки продажные, поэтому они говорят делают то, за что им платят. Вот. А так нет, никто не верит. Вообще, это глубочайший кризис уже сейчас, кризис популярности, доверия там, и всего прочего. Но будут ли люди противостоять в случае чего? И да, и нет. Люди не будут протестовать из-за того надругательства над Конституцией, которое сейчас происходит, по той простой причине, что, как я уже сказал, Конституция для них не важна. Они не верят в значимость Конституции. Мы не Америка, знаете. Вот. Но они будут протестовать по поводу социально-экономической ситуации, которая, конечно, в стране, мягко говоря,
не блестящая. Вот. И кроме того, конечно, я думаю, что вот этот фарс, который они сейчас устроили с голосованием, он приведет к дальнейшему падению легитимности власти, потому что люди увидят, что на самом деле цифры ими объявленные – это вранье, что на самом деле они проиграют этот референдум или этот плебисцит, понимаете, они его проиграют. У нас сейчас вот некоторые наши структуры собираются проводить опросы на выходе, типа экзит-полов, там, опросы на улице там, и так далее. Ну, И вот мы понятно, увидим, да. какое гигантское различие. А может ли быть такое, что люди не проголосуют за Конституцию, за изменения? Конечно, мы этого не узнаем. Ну, там же нет наблюдателей. Послушайте, Гульсум, там нет наблюдателей. У нас этот плебисцит проводится без наблюдателей. Вообще. Понимаете? То есть там какие-то есть, но какая-то фикция, какая-то общественная палата Российской Федерации, понимаете, это просто, понимаете, поставить группу козлов, охранять капустный склад. Вот примерно так. Вот. Так что, конечно, может быть, допустим, то, что в Москве большинство проголосует против, я почти уверен. Только толку что? Это про это никто не узнает. Они все фальсифицируют. 21 июня было опубликовано интервью Путина, значит, где он рассуждал о выходе республик из состава Советского Союза. Ну, и вот по словам Путина, при создании Советского Союза было прописано право выхода республик, однако процедура не была регламентирована. Не отключайтесь, пожалуйста, давайте послушаем его синхрон. Другие вещи, связанные с нашим суверенитетом. При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода. А поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос. Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом только решила выйти из состава этого союза. Ну, хотя бы тогда выходила с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа. Леонид, ну, тут я вообще... Какой можно здесь вообще сделать вывод? Можно ли считать человека здоровым? Вы знаете, поскольку я психолог профессиональный по образованию, да, не психиатр, но психолог, я знаю, что нельзя ставить диагнозы заочно. Понимаете? Вот это делать нельзя никогда. Да? Но я бы сделал два вывода. Первое. Президент занимается, с моей точки зрения, не тем, чем он должен заниматься. Он должен заниматься по должности, неважно какой, наш президент, ваш президент, там, американский, должен заниматься управлением, работой сегодняшнего дня, подготовкой будущего и так далее. Исторические изыскания – это вообще не его дело. Это вот когда он выйдет в отставку, то вот, пожалуйста, занимайся хоть историей, хоть лингвистикой, хоть на арфе играй. Это твое дело. Вот. А сейчас нет, занимается делом, работой. Вот. Это первое. Второе, он, конечно, плохо знает историю, или там не очень хорошо, или делает вид, что я не знаю. Потому что, на самом деле, довольно странный подход. Во-первых, большинство республик не входило в состав Советского Союза, а были захвачены. Были просто захвачены. В результате гражданской войны, в результате потом долгой войны в азиатской части империи, да, когда Красная Армия возвращала под руку русского царя Туркестанский округ там, и так далее. Да? Вот. Ну и потом в результате аннексии балтийских стран. Да, и аннексии значительной части Польши. Вот. Значит, поэтому, знаете, поскольку это был захват, то, в общем-то, по-разному иначе смотрится вся ситуация. Кроме того, что значит подарки русскому народу? Что за бред вообще? Понимаете, вот если так считаться, то давайте смотреть. Допустим, десятки тысяч депортированных прибалтов и убитых прибалтов. Это тоже подарок русскому народу. Он просто что с ним делать? Да? А Голодомор, который был и у вас, и у нас, и вообще везде, а это что? А с этим что делать? Да? Потом, интересно, во-первых, они вовсе не только давали территории, они и забирали
Да? Ну, например, Белгородская область была, насколько я понимаю, частью Украины, а вовсе не России. Кроме того, допустим, даже какая-то территория вошла в состав там, какой-то другой республики. Ну, дальше там же работа была. Там строились заводы, там прокладывались дороги, там все что-то делалось на самом деле. Да? И единственный способ мирного развода, надо отдать должное руководителям Советского Союза момента распада, они смогли разойтись почти мирно. Да? Так вот, единственный мирный способ развода – это принятие границ, которые сложились на этот момент. Я никак не могу согласиться с президентом России, что кто-то из республик что-то должен моей стране. Мгм. Вот я не вижу такого. Спасибо большое. Спасибо, что подключились к нашему эфиру. Леонид Гозман, российский политический деятель, был с нами на прямой связи. Благодарю. А как вы расцениваете вот это вот заявление Путина? Ну, смотрите, оно на самом деле очень адекватное. Заявление в каком плане? То есть это видение этого человека, и я так понимаю, что нам надо готовиться к большой войне, потому что те заявления, которые он делает про подарки, про то, что надо пересматривать границы, это по сути прямым Такие текстом. имперские замашки. Конечно, конечно. То есть он живет в парадигме такой имперской, у него это не поменялось. Я так понимаю, те материалы и ту статью, которую он писал по Второй мировой войне, да, ему же соответствующим образом подбирали, чтобы это не разрушило ту картину мира, которая у него сформирована. Его картина мира — это падение Советского Союза, это самая большая катастрофа 20 века. То есть не две войны, не десятки миллионов убитых, не Голокост, там, я не знаю, не депортации и этнические чистки, которые были там в массе стран по всему миру. Вот у него распад мирный достаточно. Тут я с господином Гозманом абсолютно согласен, что достаточно мирный распад Советского Союза для него является там огромной катастрофой. И он мнит себя таким Владимиром, собирателем земель русских. Тут, правда, есть такой интересный момент. Он даже в интервью сначала говорил про россиян и Россию, а потом стал говорить про русских, да, про русский народ. Здесь существенная разница и существенная методологическая разница. А где вот край амбиций Путина, как вы думаете, имперский? Я думаю, край его амбиций — это восстановление в той или иной форме Советского Союза. Он, конечно, понимает, что это невозможно сделать уже в таком масштабе 15 республик, но вариант 3 республик — Украины, Белоруссии, России, Белоруссии и Украины, я думаю, он где-то в своих фантазиях рассматривает. Может быть, в формате какой-то там конфедерации, вот СНГ там какой, да, но где-то у него это присутствует. Возможно, Казахстан, но уже там меньше, скажем. А вот на что он может пойти для реализации своих смотрите, он уже замашек? частично пошел, мы же видим, аннексированный Крым, оккупирована часть территории Украины, очень непонятная ситуация с Беларусью, поскольку там тоже выборы, шаткие позиции Лукашенко, и, по сути, Россия такая страна, которая с распростертыми объятиями стоит и говорит Лукашенко: иди к нам, мы тебе поможем, но поможем на каких условиях. Поэтому я не исключаю, что если он себе там еще 15-20 лет отвел на царствование, его амбиции могут простираться вплоть до возвращения действительно территорий. И тут, кстати, надо напрягаться не только Украине, мы уже и так пострадали. Здесь нужно думать и многим другим странам, которые сопредельные. Например? Тому же Казахстану, Белоруссии. Вот, понимаете, казахи как-то, им очень везло определенный период времени, были другие там проблемы, они от этого уходили. Но давайте же не будем забывать, что там есть территории, которые населены людьми, которые говорят на русском языке. А для Путина это аргумент. Вот мы с вами сейчас на русском говорим, он может прийти и сказать, что я пришел вас спасать, потому что вы же русскоязычные, значит, вы россияне или вы русские. Да? То есть для него просто он не разделяет. Да? Это на самом деле риторика Гитлера, потому что Гитлер неоднократно говорил, что границы рейха где заканчиваются? Там, где звучит немецкий язык. Давайте не будем забывать, что когда-то в Соединенных Штатах Америки, кстати, английский язык стал государственным с перевесом аж в один голос. Да, а так бы мог быть и немецкий язык. И масса людей, немцев этнических, которые были в Штатах, выезжали там в Германию, воевали в войсках вермахта, возвращались на родину. Поэтому это очень опасная риторика, и мы видим, что он не останавливается. А страны Балтии? Страны Балтии, они всегда под угрозой, и недаром же рассматривают так называемый казус Нарвы, да, о том, что а что будет, если вдруг российские, зеленые человечки российские, да, оккупируют какой-то там город, будет ли на это реагировать НАТО, да? Но они, с одной стороны, все-таки защищены НАТО, и то, что Путин только постоянно им угрожает, но не делает никаких действий, это на самом деле очень показательный момент. Но на самом деле напрячься нужно всем, кто является соседом Российской Федерации.
Федерации. Давайте поговорим еще про «Северный поток-2». Строительство газопровода «Северный поток-2» будет завершено, если страны Евросоюза, которым он выгоден, станут действовать, исходя из собственных экономических интересов, защищая их от посягательства со стороны властей Соединенных Штатов. Так, о перспективах проекта высказался глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Давайте его послушаем. Якщо німцям, голландцям, тим же данцям, іншим країнам, які зацікавлені в отриманні російського газу, дозволять діяти, виходячи з цього інтересу, у нас все обов'язково вийде. Передбачити розвиток ситуації з проєктом складно, так як американська сторона ще не використала всі козирі у вигляді держав, де переважають антиросійські настрої. Михайло Крутіхін, експерт з питань енергетики, з нами зараз на прямому зв'язку. Здравствуйте. Здравствуйте. На каком этапе сейчас строительство газопровода «Северный поток-2»? Вот на сколько процентов оно уже завершено? Сколько, остается до завершения строительства? Говорят, что больше даже 100%, но проект никто ничего не делал. Газопровод. Алло. Да, газопровод строится. Завершение примерно на 90, даже 90 с лишним процентов, но работа никакая не идет. Правильно ли я понимаю, что западные компании, западные суда сейчас не принимают участие в строительстве трубопровода? Совершенно верно. После введения американских санкций все западные компании, которые участвовали в этом строительстве, оставили место строительства и свои суда отвели, поскольку они не хотят рисковать. Знаете, говорили о судне «Академик Черский», о судне «Фортуна». И вот что сейчас с ними? Правильно ли понимаю, что эти суда должны были переоборудовать, под возможность укладки этих труб? А что сейчас происходит с этими судами? Плавучий кран «Академик Черский» и баржа «Фортуна», они стоят на германской территории, на острове Рюген, в порту Мухран. И там же, кстати, и склад, где находятся трубы для завершения строительства и прочая техника, но работать они сейчас не могут. Во-первых, нет сообщения о том, что переоборудовали плавучий кран «Академик Черский», чтобы тот мог укладывать трубы большого диаметра. И второе, им необходимо получить разрешение от датских властей на сертификат на работу в эксклюзивной экономической зоне Дании около острова Борнхольм. Пока разрешения такого нет, и неизвестно, дадут ли. Поскольку судно «Фортуна» не может его получить, у нее нет системы спутникового позиционирования безякорного, и она должна каждый раз, вставая на точку работы, бросать якорь. Академик Черский имеет такую систему динамического позиционирования, но он не может начинать работу, пока ему не выдадут сертификаты, пока его не дооборудуют необходимым, техникой, необходимой для укладки труб большого диаметра. Поэтому все пока стоит на месте, без разрешения. Исходя из этого всего, санкции со стороны Соединенных Штатов Америки, ситуация с судами «Академик Черский» и «Фортуна», можно ли уже говорить о том, что «Северный поток-2» превращается в такую индустриальную руину на дне Балтийского моря? Я думаю, что уже можно об этом говорить, потому что действия «Газпрома», который пригнал с Тихого океана свое судно, плавучий кран «Академик Черский», я думаю, это было показательным таким действием, чтобы испытать, насколько серьезно намерены вводить санкции Соединенные Штаты Америки. Его специально перевели на другого официального владельца. До сих пор было во всех документах владельцем числился «Газпром». Сейчас «Газпром» нашел какую-то маленькую занюханную дочку свою, на которую перевел права собственности на это судно. Но в тексте американских санкций записано, что подобные транзакции сомнительные или структурированные, нацеленные на то, чтобы избежать санкций, они мгновенно вызывают эти санкции, и президент Соединенных Штатов просто обязан ввести санкции против истинного владельца такого судна. Но, я так понимаю, речь идет о этом Самарском теплоэнергетическом имущественном фонде, да?
Да, естественно, они могли записать на какую-то рюмочную, как уже это было с другими фокусами российских властей, когда крали имущество у ЮКОСа или приватизировали в кавычках кусок акций Роснефти. То есть это абсолютно могло быть любое учреждение, но американцы, когда вводили санкции, они специально оговорили такие случаи, поэтому такой обман не пройдет. Насколько дорого строительство этого трубопровода обходится Кремлю? Ну, Кремлю, наверное, ничего, но российскому народу обошлось это очень дорого. Ну, во-первых, это где-то 10 миллиардов долларов строительства барского участка. И плюс к этому надо учесть, что с Ямальского полуострова от Баваненковского месторождения построен новый газовый коридор в сторону Балтики. И вот этот новый газовый коридор, он по всем подсчетам обошелся больше, чем в 92 миллиарда долларов. Поэтому это очень дорогой проект, который никогда не может окупиться. Зачем он тогда нужен? Ну, есть только две причины. Причина номер один – это наказать Украину и как бы сделать Европу более зависимой от экспорта газа через Германию. Вроде бы геополитическая причина такая, которая провалилась, поскольку с Украиной пришлось «Газпрому» подписывать очень хорошее для украинской стороны соглашение о транзите. А вторая причина – это было выбрано самое дорогое решение этого проекта. То есть это возможность нажиться приплотненным подрядчикам, друзьям российского президента, то есть господам Ротенбергу и прочим приятелям, которые строили никому не нужный газопровод. Ну вот, резюмируя эту тему, вот даже если вот эти суда, академик Черский, да, там Фортуна получат вот этот сертификат, и даже если они там достроят этот Северный поток-2, ввести его в эксплуатацию будет возможным, как считаете? Ну, если он будет достроен, то никаких препятствий для ввода его в эксплуатацию нет. Но работать он может только на половину мощности, поскольку антимонопольные правила Европейского Союза говорят, что владельцем этой трубы и оператором трубы должна быть независимая какая-то компания, независимая от «Газпрома». И второй, «Газпром» не сможет 100% мощности этой трубы использовать, поскольку необходимо по тем же правилам пустить туда газ каких-то третьих сторон, то есть независимых от «Газпрома» компаний. А по российскому законодательству, закон об экспорте газа, «Газпром» является монополистом экспорта и никого пускать туда не собирается. Спасибо большое. Михайло Крутихин, експерт з питань енергетики, був з нами на прямому зв'язку. Спасибо вам большое. А вы как считаете, что будет с Северным потоком-2? Достроят его, нет? Ну, смотрите, я тут абсолютно согласен, что даже если его и достроят, он все равно не принесет того эффекта, на который надеется Российская Федерация. Кроме того, рано или поздно это будет абсолютно мертворожденный проект. Почему? Потому что Европа, ну вот там говорили, что вроде она заинтересована в дешевом российском газе, да, Европа заинтересована в энергетической независимости. И та же Германия, которая основной лоббист вообще построения вот этих всех потоков, с каждым годом увеличивает долю каких-то альтернативных источников энергии, да, то есть они переходят на полную такую автаркию, самообеспечение. И эта доля постоянно растет. Зеленая энергетика, там, солнечная и так далее и тому подобное. Поэтому россияне могут сейчас вкладывать миллиарды чисто политически, но рано или поздно это все закончится, и это будет действительно такой, знаете, металлолом, который будет лежать там на дне моря. Минимальные какие-то объемы газа будут там, двигаться по нему, да, но по большому счету это не принесет каких-то огромных там доходов для российского бюджета. Это чисто показать, что вот мы можем на равных воевать опять-таки с кем? С Соединенными Штатами Америки, да, то есть они прямо говорят о том, что тут вот Штаты давят, что-то там как бы лоббируют, и мы вот противовес будем как бы строить свое. Ну а страдать от этого будет российский народ в первую очередь. Потому что речь же не только о 10 миллиардах, там гораздо больше уже потратили. Но так или иначе в Германии же не очень довольны и законопроектом Соединенных Штатов Америки относительно введения санкций, и вообще относительно позиции Соединенных Штатов. Вот как вы думаете, немецкие компании, немецкая власть
смогут вообще пожертвовать своими связями с США ради Северного потока-2 и сотрудничества с «Газпромом»? Ну, исключительно ради этого, безусловно, нет. Потому что давайте посмотрим на рынок и на количество там продаж, которые идут там, с Европейского Союза в сторону России, в сторону, например, Соединенных Штатов. Они же несопоставимы просто, да, то есть как бы, ну, там разница колоссальная. Поэтому какие-то моменты будут о чем-то говорить, будут пытаться что-то лоббировать, как-то вот и вашим, и нашим, да, как любят говорить. Но если Соединенные Штаты, например, поставят питание руба, да, вот, или так, вот тут как бы без вариантов Европейский Союз будет больше ориентироваться на то, там, где они больше заработали. Это явно не Российская Федерация. Поэтому Штаты это понимают, но они как бы, может, до конца пока ситуацию не додавливают, в том числе из-за каких-то внутренних разногласий, но они все-таки, думаю, где-то подсознательно понимают, что Европейский Союз это что же субъект, да, то есть это не объект, это субъект, там есть много стран, страны имеют как бы разные подходы, ну и в этом, с одной стороны, и проблема, и вызов, да, то есть если бы там был один орган, который бы принимал решения, может быть, проще было договориться. А с другой стороны, наличие вот разных стран, небольших, да, и делает невозможность одной и той же Германии просто довести этот проект до конца. Они вынуждены его согласовывать с другими странами, а другие страны, вот мы вспоминаем и возвращаемся к интервью Путина, они понимают, что речь не только о газе, речь идет и о войне, и о политике, каких-то территориальных претензиях, поэтому они очень осторожно к этому проекту относятся. Вот мы говорили с вами о санкциях, да, в отношении Российской Федерации. Санкции по Крыму, по Донбассу – это вот украинский кейс. Но еще же куча других санкций западных в отношении Российской Федерации. И тем не менее мы слышим о том, что даже эти санкции, которые есть, их нужно ужесточать. Потому что те, которые сейчас есть, понятно, они влияют на экономику Российской Федерации, но это история в долгую. Как вы считаете, в каком случае Российскую Федерацию могут отключить от международной системы SWIFT? Ну, я думаю, что это будет только, к сожалению, для нас в том случае, если Российская Федерация решится опять на какие-то территориальные захваты. То есть если где-то опять какой-то кусок территории у кого-то они отторгнут, ну, это не обязательно может быть Украина, это могут быть какие-то другие страны, или начнет, извините за такое слово, мутить что-то там с созданием союзного государства с Беларусью, ну, то есть, по сути, оккупируя его и присоединяя, я думаю, что тогда это возможно. Все остальное пока, к сожалению, нет. Почему? Потому что воевать никто не хочет. И вот в этом же проблема. Путин прекрасно это понимает, что он может вот постоянно повышать ставки, испытывать где-то на прочность. И он Европу и Соединенные Штаты бьет по их основе, по ценностям. Да? То есть там примат человеческой жизни, прав, свобод человека. Вот Россия это использует, только она использует это превратно. Она это коррумпировала настолько, насколько это возможно. И постоянно поднимая эти ставки, Путин понимает, что такой полноты власти, как у него, там нету, и поэтому он может делать, по большому счету, все, что он захочет. Но где-то какие-то красные линии в его, наверное, воображении, воспаленном воображении, они существуют, пока он, к счастью, их не переступает. Но это опять-таки означает, что расслабляться нам нельзя. И надо смотреть не только на интервью, а на то, что непосредственно Россия делает, как она там пытается модернизировать армию, куда эта армия направлена и какие заявления делает не только Путин, но и некоторые представители его окружения. Спасибо вам большое. Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, був з нами. Дуже дякую вам. Ну и вынуждена завершать этот блок. Буквально через 30 секунд смотрите информационную программу «Заман». Подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Хош